утра до позднего вечера здесь не прекращаются работы. Ремонт дороги хотят завершить как можно быстрее. Жители реконструкции этого участка ждали очень давно. И неудивительно, ведь Алханчурская улица связывает между собой сразу 3 округа. Ежедневно здесь большой автомобильный поток. А тем более несколько месяцев назад на улице заменили ветхий водопровод. Вскоре после и было решено приступить к асфальтированию. С Гамурзиевского округа, чтобы попасть в Альтийский административный округ, им всегда приходилось выезжать на улицу Асканова и через эту дорогу заезжать уже в Альтиево. Сейчас, я думаю, разгрузка будет значительной. Улица была в плачевном состоянии, жаловались люди много. Местные жители признаются, хорошую и безопасную дорогу они ждали порядка 20 лет. Сейчас же они удивляются другому, что работы, к которым приступили недавно, уже близятся к завершению. Теперь всем людям проще, потому что здесь очень большой поток машин. И это большая проблема была. Дорога разбита, сюда автобус ездить не хотел. Тут такси заказываешь, они тоже не хотели ездить. Но теперь будет нормально, я думаю. Обещали нам теперь автобус сюда пустить. Опять, здесь он раньше ходил, а потом дорога эта разбитая была, и поэтому все прекратилось. Сейчас будем надеяться на лучшее. Необходимость разгрузить центральную улицу стояла острая. Реконструкция всех 5 километров улучшит условия для жителей. Пробок будет однозначно меньше. В этом году изначально планировалось отремонтировать лишь 1 километр, но было принято решение увеличить до 2 с лишним. Сейчас уже уложен асфальт на 1,5 километрах. В этом году мы завершим вот эти работы, и уже в следующем году мы начнем работы, асфальтируем продолжение этой улицы. Это до Центрального административного округа. Это еще порядка 3 километров дорог. Дело осталось за малым. Работы завершатся уже в ближайшие дни. После укладки асфальта необходимо установить искусственные неровности по согласованию с госавтоинспекцией по городу Назрани, поставить знаки, обновить указатели улиц и нанести разметку. Задействовано 10 человек рабочих, 1 асфальтоукладчик, 1 каток и 8 КАМАЗов, которые доставляют сюда асфальт. Проблем никаких нету с организацией данного вида работ. Все идет, все работы ведутся в штатном режиме. Все ремонтные работы проводятся за счет средств муниципального бюджета. Еще в начале года местные власти планировали провести реконструкцию 11 улиц в городе. Но сейчас это число достигло уже 15. Мария Макиева, Султан Мугушков, Магаз 24.